Получаем оперативные данные от штаба координационного о количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. Одно дело сухие статистические данные и рассказы врачей о том, насколько инфекция опасна. Другое дело все увидеть своими собственными глазами. Именно поэтому, чтобы оценить масштаб этой проблемы, мы отправляемся в ковидный госпиталь. Сказали, уже не довезут. 24 дня, 20 дней, 22 дня, вот мы все лежим. Вот сегодня 5 капельницу поставили. Вот наша Это утром только. 60 лет мне я первый раз в жизни в больницу попал. Меня сразу начали откачивать. Мы в чистой зоне находимся. Так, он вообще, по-моему, воздух не пропускает. Нет, не пропускает. Уже тяжело, я не представляю, как в нем вообще. Шары я упораю. Не надо паники, мы не на свидании. Караул. Это жарко. Я не знаю, как сутки, но вот продержаться бы хотя бы час. Пока мы все еще находимся в чистой зоне, вот красная зона на шаге от нас, здесь уже реанимационные палаты. Я вот не представляю, в этом костюме я сейчас всего минут 5, как люди в этом костюме не просто передвигаются, но и какую-то помощь могут оказывать людям. Вот для меня остается загадкой. Я надеюсь, выдержу в течение часа, чтобы могла рассказать вам о том, что там за красной зоной происходит. Вы уже который раз дежурите? Я не дежурю четвертый раз. Четвертое дежурство? По неделе, да? По неделе, да. 5 часов. Здравствуйте. Журналисты. Ну, вы хотите, вставать начнем? Как вы? Все, мы сейчас в красной зоне находимся, Да, в это самой уже все красная зона. красной зоне. Больница полная, но, конечно, без согласия самих пациентов снимать мы не можем. Вот договариваемся с некоторыми, чтобы можно было их показать. Добрый день. Добрый. Как ваше самочувствие? Сейчас, слава Богу, с помощью этой больницы я стала человеком. Я дышать не могла, меня привезли сюда. В каком вы были состоянии? О, как я попала, по-моему, 9-го мне в Сухуми было совсем плохо. Сахар 25. Сказали, уже не довезут. Привезли на скорой, уложили. С тех пор нянчутся со мной. В сознании Помните, была, но что тяжело когда-то было очень, дышать не могла. Через этот дышала. Сейчас, видите, я человек. Спрашивает жалобы и смотрит параметры, какие, если это температура, то нужно проверять сатурацию пациента, давление, ну, у кого какие другие проблемы, то, допустим, наши пациентки сахарный диабет, уровень глюкозы мы проверяем, и параллельно работают медсестры, то есть налаживают инфузии, ставят капельницы, и вот так вот у нас это происходит. Значит, здесь приходится работать 24 часа в сутки. Тут пациенты поступают в режиме нон-стоп, то есть иногда пациенты поступают уже обследованные, чаще всего обследованные пациенты поступают со всех районов Абхазии. Ну и бывает такое, что своим ходом обращаются пациенты с клиникой к коронавирусной инфекции, пневмонии, с клиникой отдышки, чувства нехватки воздуха. Таких пациентов мы в экстренном порядке обследуем, делаем рентгеновские снимки, берем анализы, подаем кислород и уже оцениваем ситуацию. Пациента госпитализируем либо в реанимационное отделение на первый этаж. Если пациент стабильно и тяжелый, мы поднимаем его на второй этаж. Средней степени тяжести пациенты находятся в главном корпусе больницы.
центральной. С самого начала, с апреля месяца, как в нашей республике началась эта проблема с больными коронавирусной инфекцией, первоначально это нам хватало для размещения пациентов, но учитывая с увеличением роста заболеваемости, мы вовлекли уже 3 этажа нашего основного корпуса. Но сейчас больница загружена максимально. Нет, технически мы можем принять еще порядка 50 до 100 пациентов. Технически мы можем увеличить этот коечный фонд, но пока в этой необходимости как бы нет, но и плюс, соответственно, будет увеличиваться и персонал, который должен будет их лечить, оказывать им помощь. Какая самая главная проблема сейчас перед вами, которая стоит? Самая главная проблема, которая сейчас у нас находится, это, значит, обеспечение кислородом, автономная подача кислорода, создание кислородной станции здесь на месте. А главная проблема еще нехватка среднего и младшего особенного персонала по уходу за больным и санитарочек, которые будут убирать. Это наша главная проблема. Более-менее врачебным составом мы обеспечены благодаря всем медработникам нашей республики. И уже в течение 2 месяцев приезжают у нас бригады реанимационные, чисто реанимационные или смешанные из России, которые нам помогают по ведению тяжелых реанимационных больных. Принято же было думать, что только пожилые люди подвержены вот этому риску заражения, но нет же, оказывается, и молодые также страдают, как и пожилые. Так, на краешек. Конечно, присаживайтесь. Вот принято же было думать, что только пожилые болеют, а вот оказывается нет. Нет, вы знаете, что одна из первых была я, которая не верила этому всему и махала рукой всегда, что никакой короны нет. Корона есть, и это очень страшная болезнь. И те, которые через это не прошли, они просто понять нас не смогут. И сегодня я сижу вот здесь и иду с Божьей помощью на выздоровление. Расскажите немножко, Мое как состояние было ужасное. дома лечились? С 30 числа мне стало плохо. Я 2-3 дня лежала дома. 3 числа я поступила в городскую больницу. Я была никакая, со мной прощались все. Я прям плакала. Вы думали, что все, конец? Я думала, что я не выкарабкаюсь. Вообще. А что, дышать тяжело Мне было? было дышать тяжело, я не могла говорить. Я не хотела никого. Я хотела просто каким-то махом взять и просто уйти. Я очень благодарна Гудаутской больнице, главврачу. Из каждого больного они все вытягивают и ставят на ноги. Но я лично за себя говорю, что огромное спасибо всем им. Сколько дней вы уже здесь находитесь? Мы почти, можно сказать, полгода здесь находимся. Естественно, домой тоже мы ездим, но периодически мы находимся здесь. Моя заведующая Ангелина Утерба, Хаджират Ливарсович, наш главный врач. Мы как бы с первых дней остались здесь, помогаем днем и ночью. Домой вообще не уходите? Бывает и не уходим, но как бы вот сейчас мы как-то начали ходить вот в июле, а сейчас уже мы здесь остаемся, постоянно находимся. Как бы помогаем, чем можем. Здравствуйте. Здесь тяжелые? Вы здесь все были в реанимации, в тяжелом состоянии. Вы нас с того света вывели. Вы вытащили. в реанимации лежали? Да, Кто? все Все? лежали. По 5, по 6 суток лежали. Я 10 дней еще лежал, вот. пока здесь, если Это- губы опухают, сушит, трескает. Ну, страшное зрелище, страшное. Это под давлением тебе кислород идет, и другого ничего не помогает. Ну вот, насыщают легкие кислородом, они же сожженные этим ковидом, он не может дышать, и вот тебе насильно, вот эта сатурация называется, этот процесс, вот мы уже где-то 95-96% уже легкие наши работают. Чистый, да. А то мы все, 1,5 ноги наши стояло На там, том свете. на том свете. Мы были, вот это, что я лежал в реанимации, я уже сколько здесь? Не знаю. Шестой, Еще это как во сне.
я это вспоминаю, вот, будто это когда-то что-то было. Ту ночь, когда меня перевели с больницы, мне там, наверное, плохо стало, упала сильная сатурация, вот это, какой-то русские ребята, вот эти башкиры работали, я не знаю, ну, часа полтора он, наверное, возился со мной. Он эту маску подбирал, а я-то в полубессознательном состоянии, я с ним борюсь, вот именно вот, слышал, айфон и ресеры, он на меня, я его руки, он вот так вот, короче, связал меня, ну, масок 10, ну, у каждого человека свое лицо, свои размеры, надел он на эту маску, на меня, застегнул вот этот Скотчем? фильм нет, «Молчание ягнят» или что-то там есть, этот Проктор, вот это, такая страшная маска. И в этот же вечер, наверное, вот, то штук 6-10, наверное, капельниц. А есть еще такое расхожее мнение, что 80% тех, кого подключают к ИВЛ, не выживают. И такой процент летального исхода от подключения к интубационной и искусственной вентиляции есть. Есть определенные показатели, когда надо на это переходить, но это не только наша статистика, это мировая статистика. Здесь, кстати, в больнице лежат не только люди с подтвержденным ковидом. Да. Что это за граждане, почему они здесь находятся, можно узнать? Дело в том, что, учитывая, что у нас нет обсервационных реанимационных отделений по республике, поэтому все больные с явлениями пневмонии, то есть воспаления легких с дыхательной недостаточностью, они направляются к нам. И уже мы их ведем как больных с коронавирусной инфекцией неподтвержденных. Палаты максимально заполнены. Больница. Это мы сейчас сейчас мы пойдем еще. У нас просто мы выписали сегодня. Да, но я смотрю, по 4 койки в каждой палате, в маленьких, уже на полную мощность. Да. Для чего его? Это подача кислорода для усиления вентиляции легких. Вот эти масочки, да? Куда кислород кислородные подает? масочки вот так подключены к пациентам, вот они вот так дышат. Сколько вы вот так уже в таком состоянии? Я здесь уже 5 дней. Я очень довольна девочкам, которые работают здесь. Я хочу просто быть благодарной им. У них такой труд, честное слово, девочки. Такие добрые глаза, добрые руки. Огромное спасибо за все, что вы делаете. Они помогают во всем, невзирая то, что они медсестры, там, няньки или кто, они все делают. Спасибо огромное. А как вы себя чувствуете? Ну, я лучше себя чувствую уже, как считают все, я тоже так считаю. А И вы надеюсь, приехали в каком состоянии сюда, вас привезли? я без аппарата не могла дышать. Очень плохо было. А сейчас надеюсь на то, что своими ножками и диамой вперед. 5-16 ровно было, у них пока до сих пор 7. Ну и каково это? Это без еды, без воды? Час-полтора мы точно здесь сидим. Это 7-8 часов. 7-8 часов. И Без воды? Да, нельзя пить воду. А как вы что, к этому готовились? Вы первое время каково это было? Очень сложно, очень сложно. Нет, мы не готовились, но когда получилось, начали, работаем. Первое время тяжело, а потом Привыкаешь. как. Когда видишь, больному очень плохо, ты начинаешь работать. А не было И ты такой думаешь о мысли? себе. Мысли не было все бросить? Не до этого. Когда больному плохо, только вот мысли помочь ему. Вот я вас не вижу, только ваши глаза и имена. Фатима Гвиндя, Саида Габня и Оксана Квитиня. Вы есть в Гудаутской больнице? Республиканская больница терапия.
А вы сейчас заступили на дежурство вместе с врачами бригады, да? Да. Это Мы какое в пятницу приехали, до пятницы неделю мы тут будем дежурить. Эта девочка уже 3-й раз приезжает, уже 3-я смена у нее. Это очень сложная работа, но жалко людей, это наша профессия. Мы выбрали такую профессию, и мы должны помогать людям. Мы добровольно пришли, нас никто не заставлял, мы добровольно приехали все вместе, республиканская больница, отделение терапии, мы все вместе приехали и будем дежурить неделю. Если все мы будем отказываться, кто будет работать? Я вот чувствую, какая я уже стала вся мокрая. Ну, вы так несколько раз, наверное, да? Мы вот 3 раза в день так заходим. А потом после смены как это в себя приходить? Вот что вы, как вы это? Обрабатывают, все с нас снимают. Перекусили часик и обратно же за работу. Всего час перерыва. Да. Плюс ночная смена. Ой, да. Если кому-то, Да, не дай бог, плохо стало, и этот час тоже она теряет. Ночью могут быть поступления, мы ночами, бывает, не спим, ночью тоже поступают. Летальные случаи же есть в больнице, да, каждый день об этом узнаем через оперштаб. Вот здесь это не сортировочный пункт, а как он называется правильно? Палатка, где обрабатывают уже Умерших. Да. Это палатка для обработки, да, покойников? Да, к сожалению, у нас нет отдельного морга на территории больницы. У нас есть вот такая палатка. Прежде чем морг подъезжает и забирает тела, мы проводим предварительную обработку. И отдаем тело в запакованных, обработанных мешках, глухих. И поэтому, когда у нас случается такой смертный случай, а они, к сожалению, бывают, то мы очень просим всегда родственников пойти навстречу и не заниматься самодеятельностью, то есть не открывать мешки, не переодевать уже покойного, потому что по санправилам он уже обработанный и отданный в после дезинфекции в безопасном виде, то есть закрывается в гроб, все закрыли и уже тогда хоронится. Никаких там открыли, расстегнули, переодели быть не должно, потому что вы сами понимаете, мы подвергаем тогда риску жизни не только собственную, но и всех наших близких, соседей, всех, кто придет на плакание. К сожалению, у нас до сих пор еще не соблюдаются меры санитарной безопасности, люди идут массово оплакивать умершего. Сами здесь недавно были, знакомые ребята наши. Но это не говорят, мы ушли. Ну, знаете, это, мы уже лежим в другом отделении, тоже не хотят знать, знаете, это ж и по больному тоже, по удар по психике, то все у нас от этого тоже берегут наши врачи. Летальные исходы мы не присутствуем, потому что это занимаются при этом реаниматологи. Люди, То есть которые такие, уже, да, в реанимации только. Их как бы все, что нужно, интубируют и так далее, все делают реаниматологи, то есть мы в этом не принимаем Но они в одной палате находятся, да? Вот несколько Ширма человек. ставится. Ширма ставится. Да, Да, и другое, да. Чтобы как-то это тоже не вызвало панику, это Конечно, тоже имеет да, значение. да, Конечно, эмоционально. ставится ширма, когда вот нет возможности изолировать такого крайнего тяжелого пациента, приходится ставить ширму, чтобы другие пациенты не лицезрели такую картину. За последние сутки 4. К сожалению, 4 человека. Практически все пациенты, которые у нас, к сожалению, скончались за последние сутки и предыдущие, течение их основных заболеваний усугублялось за счет присоединившейся коронавирусной инфекции. А вот вы же какое-то свидетельство о смерти, что выписываете, что пишете? Да. От ковида умер или... Нет, основная пневмония, если произошла тромбоэмболия, то пишем тромбоэмболия. Если произошла сердечно-легочная недостаточность, пишем ее и как провоцирующая коронавирусную инфекцию и сопутствующие заболевания, все, естественно, указываются, которые есть у пациента. Мы походили вот в защитном костюме, проработали примерно 1,5-2 часа, и когда ты этот комбинезон снимаешь, одежда, которая под ним, она полностью мокрая, а наши медики так работают
несколько часов подряд, в 3-4 раза больше, чем мы со съемочной группой сегодня снимали в красной зоне. Надо снять эту экипировку. Обрабатывают меня хлором и спиртом, да? Да, сначала вас обрабатывают хлор содержащим раствором. Поворачивайтесь ко мне спиной. Пятки. Вторые. Поворачивайтесь. Наконец. Все комбинезоны утилизируются и уничтожаются. И, судя по всему, моя одежда тоже. То, что хлор попал. Ну, скажем так, не сразу. А сколько часов вы вот так подряд работаете? Да. Я уже 3-е сутки. Тяжело? Ну, как вы думаете, 3 суток на ногах, вот, в комбинезоне в душном. Я с утра сменила 9 комбинезонов. Уже 9. То есть, когда это закончится, ну, как правило, в пятницу мы будем меняться, значит, на 7-е сутки мы это дело, собственно, вы это сами видите. На 100 скорость. Я вижу, я вся мокрая. Теоретически даже почесаться нельзя, потому что здесь ковидная зона. То есть можно занести себе на слизистую сразу вирус. А были такие случаи вообще? Ну, заражение у врачей не только у нас, допустим, это вообще мировая практика. Подождите, ничего не трогайте. Это хлорка? Нет, это спирт. Лапшу с ушей снимем. О, снимайте, снимайте. Опа. Я еще сменку... Не открываем глаза, поворачиваемся. Пятки. Еще. Все. Все, я готова, вся мокрая, вспотевшая. Почему мы занимаемся сейчас обработкой, дезинфекцией тел больных ковидом? У нас был опыт у ребят-казаков, когда они выезжали в тонущий Крымск первыми в Краснодарский край на ликвидацию наводнения и, соответственно, участвовали в поиске и поднятии тел. Ну и, разумеется, обработки тоже в том числе. То есть опыт такой у наших ребят-казаков есть. И так как экотехсервис в основном это ребята все, которые прошли службу в армии, это ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в том числе прошедшие боевые конфликты после нашей войны, ну, Приднестровье было после был Донецк, сейчас в Украине, то, соответственно, у нас есть опыт работы вот в таких сложных экстремальных условиях. То есть ребята выносливые, ребята умные, они могут делать очень много таких вещей, которые не каждый, может быть, и согласится. Нам удалось побывать в отделении, где лежат люди со средней степенью тяжести заболевания. Пройти в реанимационное отделение пока нам сложно, потому что есть люди, которым нужна интенсивная помощь. И сейчас медики делают с ними все возможное, чтобы состояние их стабилизировалось. Сейчас ждем решения от заведующего отделения, чтобы поговорить с теми, кто сейчас находится в реанимации и состояние которых более-менее стабильное. Ну, мы в реанимацию попадем. Да. Подача кислорода идет режим такой на СИПАПе, то есть в легкости держит уровень. Это ИВЛ? Да, это ИВЛ, Карина называется ИВЛ. Ну, как бы все режимы там уже в связи с больным, смотря какой тяжелый, по какой степени тяжести больной, и режим реаниматолог что выбирает. Сейчас у него какой режим? У него СИПАП. СИПАП режим, подача кислорода 99%. Это полностью он, получается, получает полностью, через да, помощь аппарата? Полностью, да. Верно, говорят, что-то делать у нас обязательно. Просто мы в это не верим, но эта болезнь существует. Я тоже долгое время думал, что так пронесет, но однако же очень серьезно. Надо население всему отнестись очень серьезно, потому что перенос оставался тяжело.
А вы в реанимацию как попали? Легкие показали на рентгене, что легкие поражены или что? Я сделал мазок, потом сделал КТ, тут же показала, что двусторонняя криводия инфекционная. С большой температурой 39 градусов. Держалась ровно неделю. Я чуть не сгорел от температуры. Сейчас здесь 9 температуры, остальное стало пусто. Вот это вот так вот. Ну а маска, она что вам? Без нее не можете, да? Самостоятельно? Ликвидирует ногти без нее невозможно. Маска большие, 100 маски. День и ночь. А спать как удобно в ней? Удобно, но что делать? Лучше выдержать 2 недели, чем вот это, конечно, надо говорить, как чувствует. Ну, уже неделю болели, полностью. А остальные наши желаю здоровья, никого не болеть, это просто живота и написано. Такое надежды объяснить слова. Вот сейчас сколько здесь человек одновременно, вот сейчас сколько лежат человек? Ну, наверху лежит у нас 30 больных, а внизу около 20. Тяжелых. Есть среди тяжелых молодые? Молодые среди них есть? Есть. Есть возраст 38 лет и 29 лежит у нас, как самый молодой. Болеет чем-то? Болел хроническими? Или не знаете? Не все. Не все. Да, то есть в основном это избыточный вес. Конечно, молодой организм тоже по-разному реагирует. Волонтеры, молодые ребята меняют каждые 2 часа, они практически ночью вообще не спят, всю ночь их меняют, потому что от одного заканчивается, другому надо поднести, они тяжелые, одному это не сделать, поэтому постоянно такой вот динамичная такая работа. Работа здесь идет не только внутри больницы, но и вокруг нее. Вы видите, как здесь сейчас привозили баллоны с кислородом, их постоянно нужно менять. Кстати, помощь оказывают волонтеры, которые добровольно пришли сюда, чтобы помочь. И кислород надо менять регулярно. Многие без кислородных масок пока не могут обходиться. В день, наверное, как минимум 50 баллонов перетаскиваем вместе с коллегами. Ночью от 11 до 3 и от 3 до 6 меняемся. В основном вдвоем работаем. Никита, вы же в 11 классе учитесь, правда же, да? Как вы здесь оказались? Увидел объявление за день до карантина. Решил время зря не терять, помочь. Вот. Я знаю, что ваша мама тоже имеет отношение к этой работе. Она 4 сентября отсюда вышла. Через неделю должна прийти со мной вместе опять. Не была против мама, что вы придете здесь работать? Я фактом поставил. Я увидел объявление, сразу позвонил, сказал, хочу. Уже возвращать не было смысла. Не говорила, не отговаривала, честно? Нет, вообще. А вы дальше свою жизнь как-то с профессией вот медика хотите связать? Ну, это для практики мне как бы пригодится. Хочу поступать через год, ну, этим летом уже в военно-медицинскую академию в Питере. А что вы здесь вот видите эти дни? Тяжело работать, расскажите. Не передумали после этого еще идти? Нет, наоборот, больше желаний появилось. Видим, что девочкам сложно работать, нам, по сравнению с их работой, нам, как можно сказать, легче. Смерти есть немало. Вышли мы из красной зоны благополучно. Обработали, сняли с нас эти костюмы. Теперь мы можем в чистой зоне поработать. Покажем вам, как выглядит пищеблок. Много, кстати, положительных отзывов и от тех, кто в больнице лежал, и в социальных сетях. Так что хочется самим посмотреть и убедиться.
как это выглядит, как там устроено. Вот он, пищеблок, про который столько всего приятного слышим. Столько хорошего про вас слышим. Хотим посмотреть, так ли это все. Как много готовите? Столько больных и врачей, наверное? Сейчас у нас вот на сегодняшний день на 28 человек меньше стало. А вообще на 288, на 290 мы готовим. Поставили уже в воду, все готовить. У нас сегодня будет пельмени. Бутерброд с маслом будет, с сыром. Также у нас будет выпечка для диабетиков отдельно, а для этих отдельно. И кисель. А меню кто вам разрабатывает? Меню мы сами разрабатываем. Но, естественно, должно питание быть сбалансированное. Сейчас уже готовка будет чуть попозже. Да? Да. Вы обед уже все накормили всех? Обед мы всех накормили. Это наш склад. Склад мы, конечно, продукцию заказываем так, как нам надо, что нам надо. Но сахар у нас вдоволь бывает, сгущенное молоко для больных у нас бывает. Если чай, кофе, это у нас вообще проблем нету. Выпечка это для диабетиков специально, вот мы вот такое получаем. А в магазинах, например, я такой специальной выпечки не видела. Прошу, умоляю всех, куда можно. Заказывайте. Да. Как давно работаете? Сколько лет? 45 лет. 45 лет. Да. Поэтому мы заранее ничего. Вот компот, вот мы сейчас вот варим компот. Мы готовим это чисто из замороженных свежих фруктов. Вот это вишневый. Не жалеем. Почему вкусно? Не надо жалеть. Смотрите. Суп рисовый, например, идет на обед. Гуляш, плов, мясо тушеное в собственном соку. Естественно, гарниры добавочные идут. Рис, гречка. Вы сказали, что вы приехали из Осетии. Да. Супруг ваш Гунба? Да, он работает у меня в МЧС. Как давно сюда вы жить переехали? 9 лет. 9 лет. Но наш народ очень тяжело убедить, что действительно это идет болезнь и что надо беречь себя. Мы не хотим себя беречь, мы свадьбы, похороны, сочувствия, ничего не пропускаем. Нельзя, нельзя. Надо беречь свои семьи, надо беречь народ. Больница механизм же, да? Тут тяжелые больные, тут пищеблок, тут реанимационное отделение. Все зависит от главы. Все зависит от главы. У нас главврач золотой человек. Старается все для больных, старается нам помочь в работе. И когда мы к нему обращаемся за любыми вопросами, он никогда без внимания нас не оставляет. Никогда. Ни в зарплате, ни в чем. По справедливости? Да. Все здесь да. устроено. Если есть какие-то замечания, нам говорят замечания. Вон и в Европе не справляется. Мы, ну, мы думали, будет хуже просто. Все только начинается. Диагностика на данный момент это только рентген. А достаточно ли этого вида обследования? Нет, конечно, недостаточно, потому что мы не можем установить процентаж поражения легких. А так, естественно, видим пневмонию и динамику тоже можем разглядеть. Я сейчас такие самые тяжелые выбрала, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Но здесь мы можем визуализировать то, что поражение идет с двух сторон, то есть верхнее. Черное это что? Это черное это воздушность. Это вот черное это то, что осталось от легких, грубо говоря, где там хоть какая-то воздушность проходит. Люди, которые чувствуют как бы себя неплохо, да, они не ощущают сами. Абсолютно. А пораженные легкие, как это? Абсолютно. Ну, есть те, которые вообще бессимптомно, они приходят, когда там ковид положительный, мы легкие делаем снимок грудной клетки, а там у них вот такая картина тоже может быть. Потому что поток людей очень большой, количество амбулаторных ПЦР положительных, которые здесь не лежат, они тоже сюда приходят, здесь мы их отснимаем. И всех запомнить тяжело, и мы вот отдельно как-то выписываем, чтобы хотя бы наших стационарных. Здесь вот тоже абсолютно, картина тоже поражение двусторонней полисегментарной пневмонии. А вот это у нас женщина здесь лежит, вот это сейчас динамику, чтобы вам показать. То есть у нее вначале легкие были в норме, то есть относительно.
Потом через некоторое время, но у нее все равно какая-то клиника идет, она ПЦР положительная. Мы снимаем рентген там в разнице там, до 5 дней. У нее начинаются изменения в легких, потом мы видим пневмонию, и потом через 9 дней, то есть уже стадия разрешения этой пневмонии, то есть усиление... Очаги Да, очаги, именно вот поврежденной легочной ткани, там уже образуется фиброз. Получается, человек получает препараты, но болезнь все равно прогрессирует. Нет, болезнь не то, что человек получает препараты, но вообще картина легочного рисунка намного опаздывает, чем вообще физиологическое состояние. Если при обычной пневмонии у нас картина пневмонии держится там до 2 недель, то при ковидной, естественно, будет держаться до 3 месяцев даже. А чем сама вот ковидная именно пневмония опасна от обычной? Чем она отличается от обычной пневмонии? Учитывая вот мой опыт того, что я смотрю, обычная пневмония, она поражает разные доли. Может верхнюю долю, может среднюю, может полисегментарную, то есть и слева, и справа. Обычно при бактериальной пневмонии бывает только там либо справа там, задействовано, либо прикорневой процесс. То есть здесь, если поражение идет, то оно идет сразу. И с правой стороны, и с левой стороны, и причем масштабно. И при этом клиника еще может быть, может намного задерживаться, чем обычная бактериальная пневмония. Вот так же человек нормально, все хорошо, приходит, и у него в легких там ужас творится. Вы здесь сейчас находитесь в составе бригады медиков из России. Как давно здесь находитесь и какую помощь оказываете? Расскажите подробнее. На самом деле мы сегодня только вникаем в ситуацию, потому что это первое дежурство. Мы сменили бригаду из Уфы и приехали в составе, я с коллегами приехали в составе бригады из города Калининграда. Также завтра нас меняют москвичи. То есть здесь у нас мультидисциплинарная бригада, в составе врачи не только реаниматологи, что позволяет нам оказывать комплексное лечение, комплексную помощь тяжелым больным. Но то, что вы увидели за эти дни здесь, что вы можете сказать? Ситуация, как и везде, требует принятия быстрого решения. Больных много, они поступают, им оказывается неотложная помощь. Впечатляет то, с какой скоростью здесь оказывается помощь со стороны среднего медперсонала. То есть те назначения, которые врач пишет ручкой, сестра тут же выполняет. Есть сотрудничество, да, с российскими коллегами. Дагомысская больница готова инфекционная тоже принимать наших больных. Но в каких случаях их туда отправляют? Это решение должны вы принимать или родственники сами решают? Нет, это решение принимается коллегиально, особенно пациенты, у которых есть сопутствующая тяжелая патология, которые нуждаются в более интенсивной терапии, когда больные, которые перенесли кардиошунтирование, стентирование, когда нужна еще кардиохирургическая, возможно, помощь, те больные, естественно, мы отправляем их в сопредельные государства. Договоренность есть, но трудности, которые возникли у нас в последние неделю, в том плане, что и там увеличилось количество заболеваемости, у них нет мест, куда принимать пациентов. Поэтому получаются задержки с переводом пациентов. Вас в маске сейчас никто не узнает. Это Ринель Хобалер, врач. Вы сейчас одеваетесь для чего? Транспортировки больного? Транспортировки тяжелого больного. Как он себя чувствует? Каково его сейчас состояние? Он находится под аппаратом. В СИПАП-режиме находится. Он без этого не сможет дышать, сатурация падает, давление падает, гемодинамика портится его. И максимально обеспечиваем его гемодинамику, наблюдаем под монитором за его давлением, пульсом, сатурацией. Там главная сатурация, как обычно. И все это обеспечиваем и транспортируем только так. Но бывают такие случаи, когда надо транспортировать больного, но из-за нестабильного состояния не получалось его транспортировать.
та реальность, которая существует за пределами этой территории, когда люди без маски и средств защиты гуляют, массово собираются, посещают кафе, она сильно контрастирует с тем, что мы сегодня увидели за стенами этого здания. Только за последние сутки, накануне наших съемок, здесь умерло 4 человека. Но многие об этом забывают и не думают о том, что болезнь может постучаться и в их дом.